Сегодня сотрудники Сыктывкарской мэрии и Стройжилтехнадзора проверили аттракционы в столице Коми. Выводы неутешительны. Ни один из попавших под проверку не прошел контроль. Нарушения разные, и их много. Как воздушные замки становятся местом повышенной опасности, выяснила Александра Головина. Допрыгались. Кадры с камер видеонаблюдения, где батут прямо с детьми взмывает в воздух, моментально разошлись по СМИ и социальным сетям. Две маленькие девочки упали на трамвайные рельсы с большой высоты. Обеих госпитализировали с тяжелыми травмами. Барнаульское ЧП, произошедшее в начале этого лета, казалось бы, должно было задать безопасный вектор хотя бы на ближайший батутный сезон. Но не тут-то было. Первые нарушения эксперты фиксируют сразу. Слишком уж очевидные. Возле входа должно быть ограждение из матов на расстоянии 1,20 метра от входа с каждой стороны. При выходе с аттракциона просто ребенок может упасть. Для этого маты и ставятся. Правила пользования, ростомер, аптечка, огнетушитель – это все есть. А вот прибора для измерения скорости ветра не нашли. Кстати, не было его ни на одной из инспектируемых точек. А гаджет этот крайне необходимый. Вспомнить тот же барнаульский инцидент. При порывах ветра больше 8 метров в секунду эксплуатация батутов запрещена, подчеркивают региональные эксперты. Выходит, это правило здесь не соблюдают. Доверяете батутам? Ну, маленьким почему бы нет, они большим что-то как-то не очень. Чтобы не было каких-то изъянов в самой конструкции, чтобы она была закреплена, вот эта конструкция, очень хорошо. И, конечно же, учитывать погодные условия, потому что если сильный ветер, конечно, не стоит использовать его. И вот этот батут, если честно, не очень безопасный, потому что у него даже ограждения нет. То есть, если есть высокая горка, то, соответственно, как минимум должна быть сетка. Тот случай, когда родительская интуиция подскажет точнее любого эксперта. В один только выходной день через эту игровую площадку в среднем проходит больше 100 человек. И меры предосторожности для многих – ничто по сравнению с минутами радости полета. А для владельцев аттракциона правила, похоже, не писаны. Ничего личного, как говорится. Батут закреплен не во всех точках, и даже в тех точках, которые закреплены, они закреплены неверно. То есть каждая точка крепления должна крепиться или к отдельному анкеру, или отдельному балластному грузу. Эксплуатацию такого батута надо запрещать. Вердикт безоговорочный, а как иначе, когда речь идет о здоровье, а иногда и о жизни детей. Хорошие новости тоже есть. Режим повышенной готовности на местах соблюдается. Причем со всей ответственностью. Мы работаем в рамках 16-го указа, выпущенного еще в 2020 году. То есть к аттракционам введены общие требования. То есть маски, антисептики. То есть сегодня выезжали в 3 места: в парк в Кировский, Мичуринский. И вот здесь, в принципе, нарушений никаких не нашли. Такие проверки мэрия проводит каждый день. Сегодня на радость предпринимателям обошлось без штрафов, а они внушительные – от 30 до 300 тысяч рублей. Александра Головина, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывкар.